Ассаламу алейкум. Добрый день, друзья. Извините, что немножко опоздал, так как настраивал стримы в YouTube. Сегодня у нас 19-й стрим, платформа открытого диалога в фашистской России, который сообщает нам, что в России неминуемо произойдет террористическая атака. И своих граждан попросили не посещать Россию и те, кто находится в России, не посещать большое скопление людей. И сегодня у нас стрим должен был быть на чеченском языке, но мы с Аядом поговорили и решили, что будет правильно, если мы будем говорить сегодня на русском языке, так как готовится мощная провокация для последующей массовой тотальной могилизации людей, молодежи, которая проживает в фашистской России и во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия. Передаю слово Аяду Идигову. Аяд Машвоғил, Шәвега, Туамилвег Машвоғил. Алло. Алло, Аяд, хорошо. Алло. Все, Аяд, тебя Слышно? слышно. Да, тебя слышно хорошо. Пожалуйста, тебе слово. Ассаламу алейкум. Добрый вечер, друзья. Алейкум салам. Как Аслан сказал, сегодня у нас такая вот ситуация, в которой вот американцы, западные, значит, политические организации, страны предупредили, что в России могут быть разного рода террористические акты, и эти акты могут быть в итоге направлены для того, чтобы как бы укрепить власть России, и чтобы население России, как и было это в 90-е годы прошлого века, скажем, когда они взрывали свои дома, значит, аэропорты, железные дороги и много чего другого, совершали террористические акты, людей убивали. И так вот к власти приходил тогда вновь назначаемый определенный Путин, то есть президентом он стал таким образом, убедив население России, что вот такая, мол, ситуация, и эти чеченцы, они бандиты, они террористы, и, может быть, вот их надо как-то вот жестко с ними расправиться. Вы помните выражение «поймаем в туалете, там замочим», и вся такая вот тут пропаганда шла. И мы помним, вот как 24-го, когда началась в 22 году атака снова на Украину, то есть здесь американцы и Запад предупреждал, и мы многие даже там не верили, особенно власти Украины говорят, как вот похоже, не верила в то, что это может быть, потому что, мол, не может быть. На самом деле они, видимо, опираются на свою разведку, и у них информации больше, чем у нас, тем более, что в самой России тоже хватает этих агентов, которые придают свою власть тоже. Ну, есть такие агентуры, как понимаем, как и везде. Они это знают. Поэтому мы хотим предупредить тоже, что это было у нас в Чеченской Республике, против Чеченской Республики, и почему это происходило. То есть мы должны сказать его корневую основу, суть. Почему вот Россия вот таким образом, власть России нынешней так действует, чего она добивается, и добивается ли это она правым путем. Вот таким, значит, путем, когда у нас в Чеченской Республике, я могу сейчас десятки примеров привести, у меня даже есть сейчас весь этот список, но я вижу, что если я начну везде переходить, то это будет очень много. Но скажу с того, что еще в 93 году, значит, Россия там организовала там захват автобусами в Минводах какую-то там группу чеченцев, которые требовали деньги, вертолет, и вот, и они куда-то хотели уйти.
Но по нашим всем данным, власти и разведка говорила, что это были люди, которые сидели в тюрьмах в России. Это были бандиты фактически, которые Москва использует для того, чтобы создать ажиотаж и сказать, что чеченцы вот такие, такие и такие. Да, мы тогда, президент наш заявил, что мы готовы в случае, если этот вертолет появится на нашей территории, как утверждала Москва, что он будет, значит, сбит или будет, значит, остановлен каким-то образом, они будут арестованы. У нас была создана специальная команда по всему периметру и внутри для этой цели. Значит, этот вертолет, конечно, как-то, значит, исчез, их там поймали, что такое. А это не касалось нас, это было направлено для того, чтобы сказать, что вот что наша республика, что это не республика правая, значит, основу не, а это бандиты и террористы, как они называли, сепаратисты нас. Затем появились, после этого, они начали делать вот такие шаги. Они начали посылать целые, вот, скажем, эшелоны по территории Чеченской республики, и они проходили, потому что они должны были пройти через нашу республику, попасть в Дагестан и дальше двигаться якобы. Мы исследовали этот момент. Я помню, я тогда был как-то, значит, здесь определен тогда как председатель комиссии по этому вопросу по железной дороге, и я за этим лично наблюдал и видел, что когда они посылали какие-то, значит, группы там паровозов и, ну, короче говоря, эшелон, то в этом эшелоне один вагон, к примеру, да, который почему-то знали все эти бандиты, они его, этот поезд останавливали, этот вагон грабили, и там вдруг появлялись какие-то корреспонденты, они начинали вот грабить. А все остальные вагоны, которые были там, ну, если их там было 50 или 40, они все были пустые. Вот такой провокацией занималась Москва. Вот что было. И сегодня нисколько я не сомневаюсь в том, что такая же вот именно задача стоит сегодня и у Москвы для того, чтобы укрепить власть, обвинить в этом сегодня Украину или украинскую власть, которая якобы организовывает, взрывает какие-то там дома или что-нибудь другое. Поэтому от них можно ожидать что угодно. И я думаю, что им верить нельзя ни в коем образом. Надо так сделать, чтобы наши люди, и украинцы тем более, а на нас они тоже будут ссылаться, говорить, что у нас есть вот чеченцы, которые на стороне Украины, и будут их как-то называть, и провокации могут быть разные. Тем более, что вот сейчас это все будет, видимо, по всей вероятности на территории России, и, как мы понимаем, и на территории других стран. Это могут быть и на территории, не только мы думаем в России, это могут организовать, скажем, где угодно, в любой стране. И потом сказать, что это украинцы или чеченцы или другие, но не власть России. Вот что будут они делать. После того, как они напали на нашу территорию, это была террористическая, значит, атака, террор настоящий. Обвиняя нас, они пришли к нам на территорию в 1994 году, дважды пришли к нам. И это было 26 ноября, и это было 11 декабря. А до этого еще дважды они были и в октябре 91 года, потом и в 92 году после осетино-ингушского конфликта. То есть они снова делали эти провокации, нам приходилось целыми своими движениями, войсками, которые у нас были отрядами, противостоять им, и поняв, что мы будем биться, мы их изгоняли, собственно говоря. Это были военно-политические, правовые, значит, шаги, которые мы предпринимали, и они выводили свои войска с нашей территории. Затем, когда в 1995 году был поход Басаева
Мы помним с вами все. И этот поход был предназначен ими для того, чтобы прийти в Москву. Но они в Москву не смогли прийти, как мы знаем. И эта остановка была в Буденновске. И каждый раз, когда наши уже наши бойцы шли на территорию противника, то это было связано не потому, что они хотели совершить там террор. Это было направлено только против военных формирований России или направлено против российской власти, и требования были только одни. Какие были требования? Остановить войну и сесть за стол переговоров и, значит, мирное сосуществование. Вот до чего довели. И вот эта их война террористическая, бандитская, которую развела сама Россия, нас подводила вот к такой ситуации. Затем был и поход Радуева Салмана, помнишь, в Дагестан. Тогда они это изобразили, якобы он там снова такой террорист, бандит. А на самом деле этот поход был направлен в район Кизилюрта, в этом районе, где там стоял вертолетный полк, который постоянно приходил на нашу территорию, бомбил, убивал наших людей. Ну и оттуда наши люди ушли благополучно. И те, конечно, когда мы пришли, не были каким-то оповещены, и свой этот полк они переместили в какую-то другую территорию или аэродром. В общем, он такая состоялась. Потом, когда в 1999 году российская армия вторглась на территорию нашего государства, это было 17 июля 1999 года, российская армия полномасштабно вторглась с севера на территорию нашего государства 17 июля. И мы должны всех, кто слушает, знать, что это было именно тогда. Почему? Потому что мы в этот день было заседание парламента, и наши депутаты, которые были с того северного района, они пришли в парламент с опозданием, где-то ближе к обеду, и еще заседание, когда шло, они вошли, сразу пошли к трибуне, хотя там у нас были выступающие, потребовали, просто сказали мне срочное сообщение. Я как сейчас это помню. И они заявили, что вчера ночью, после полуночи, российские войска, или глубоко, как скажем, утром, вторглись на территорию, убивают всех, что есть на ходу, захватывают все, что могут, идут, и они с дома пробрались, пришли и сказали. Тогда мы пытались, я имею в виду парламент, президент, кабинет министров, мы все там общественно пытались этот вопрос решить вместе с Россией. Думаю, что это ошибка, и что российская сторона остановит эти войска и выведет их назад. На это ушло 10 дней. 10 дней. Но мы поняли, обращались к остальному миру везде и всюду, а на весь мир шла, значит, информация, из которой следовало, что якобы вот такая ситуация, что напряженно и все такое. И уже 6 августа, чтобы противодействовать, чтобы ударить по агрессору, добровольческий отряд Басаева, добровольческий, никакая это не государство, не наша власть это был добровольцы. В то время Басаев не был никаким ни вице-премьером, никакой должности, он возглавлял отряд. Он со своим отрядом пошел в Дагестан, чтобы ударить их с тыла. И там еще было дело в том, что там дагестанцы просили их прийти, потому что на них тоже они делали атаки русские. Там были такие места, Чабан-Махми, Карамах-Махи. И они, когда пришли туда, поняли, что они попали там, собственно говоря, в ловушку, обман получился. Те, которых зазывали, были, оказывается, сами агентурами, но не все, но кто-то организовал, и они там это все выдали, как будто бы чеченская сторона, то есть Чеченская республика, напала на Россию в Дагестане. Вот так они это выдали. То есть я хочу сказать, что вот такие вот провокации делает
кремлевская власть, их агентура, и пытается всячески оправдать свои шаги и обманывает даже свое население. А население в испуге, не понимает, что происходит. Мы знаем о рязанских вот этих мешках, которые они хотели взорвать. Мы знаем о том, что они взрывали в Москве, в Волгодонске. Везде они убивали своих людей. Москва убивала. Я отмечу, что чеченская сторона и чеченские бойцы никогда не организовывали, никогда не вели против мирного населения никаких атак. Наша задача была только принудить власть к миру, сказать им, что мы не стоим, и мы хотели донести это до остального мира. Но нам не удавалось это делать, потому что на стороне России были некоторые силы, не все политические или другие силы и на Западе были. Им даже помогали, мы знаем с вами, помогали для того, чтобы они ударили по нам, даже говорили, вот президент Клинтон говорил, найдите там, значит, малой крови по 10 тысяч, по 8 миллиардов давали, они по 8, 10 миллиардов, 6 давали миллиардов в России для того, чтобы там навести как бы порядок. И это в то время, когда наша республика и наш народ строго в рамках современного международного права создал свое государство. Это то международное право, которое было сделано и согласовано, принято после Второй мировой войны, и принципы которого остальной мир и ООН, и все эти государства требуют строго соблюдать. Наш народ, наше государство было создано строго в рамках этих, значит, принципов и правил. Более того, я хочу сказать, что когда говорят, что сегодня многие говорят, что якобы получается, что Россия – это страна, из которой Чеченская республика вышла, Российская Федерация. Хочу отметить, чтобы все знали, что Чеченская республика, которая стала называться Чеченская республика Ичкерия 16 января 1994 года, переименована была, никогда не входила в Российскую Федерацию России. Нынешняя Российская Федерация России была образована 31 марта 1992 года подписанием так называемого федеративного договора. Чеченская республика не подписывала этот договор и не входила в этот договор, как и те республики, которые были первыми союзными. Помните, эти республики 15, которые были, 3 были признаны Советским Союзом, балтийские, и наша республика таким же образом наполнила всю атрибутику своего государства, гимн, герб, избранный президент, парламент, значит, органы местного управления, действующая территория, действующая власть. И все это у нас было, и мы действовали строго в этих правилах и продолжали действовать. Однако Россия давя своим авторитетом на весь мир пытается утверждать, что мы якобы из России вышли. Нет, мы не выходили из России. Мы вышли из Советского Союза, потому что с точки зрения международного права нет республики там, первого, второго, третьего сорта и народов, как в империи, в Советском Союзе. И после того, когда Советский Союз сам исчез в политической армии, все эти республики, которые были в Советском Союзе, это были республики, которые не были членами Организации Объединенных Наций. И потом, когда исчезли, эти республики имели полное право, с точки зрения международного права, быть государствами, но они должны были решить вопрос со своей атрибутикой, избрание новым статусом новой власти, чтобы те люди, которые сидели во власти еще в Советском Союзе, значит, чтобы они были отстранены или избраны в новых условиях. Так вот, Чеченская республика это сделала. Другие республики, которые были сейчас, я говорю, за республики, которые входили тогда в РСФСР,
И эти республики также стали независимыми государствами, и они могут этот вопрос снова поднять, потому что они вышли из Советского Союза, но им власть РСФСР путем обмана не позволила, значит, и давление на действующую власть, которая была еще Советский Союз с коммунистами. С ними подписали незаконно федеративный договор и создали нынешнюю Российскую Федерацию России. То есть я могу сейчас и дальше об этом говорить. Мы знаем о этих многих провокациях, о этих, значит, взрывах, которые готовят специальные службы Кремля и потом обвиняют всех, кроме себя. Чтобы дальше не уходить, уже полчаса, как бы я смотрю, говорю, я на этом остановлюсь, мы с вами все об этом поговорим. Еще нужно, я потом добавлю. Спасибо вам. Баркал Аят, спасибо большое. Террористические атаки, которые сейчас готовятся, о которых сейчас нам сообщают, это к чему-то обычно они приурачиваются, да, мы помним, как в 99 году Путин приходил к власти, ФСБ окончательно захватывала власть, и тогда они совершили, потом совершали, когда им нужно было закрутить гайки, и сейчас, когда им не хватает мяса для мобилизации, они собираются использовать, ну, вот в первую очередь, по всей видимости, мы можем полагать, что будут использовать чеченцев, чеченцев и мусульман в общем. У кого-нибудь, если есть вопросы Аяду и Дигову по теме, какие-нибудь замечания или же какие-то свои мысли, мы сейчас в Ютубе вещаем, сейчас и в Телеграме мы вещаем. Если в Ютубе вы зададите вопрос, напишите вопрос, я задам его Президиуму, Аяду. И непосредственно, кто находится в Телеграм, тот сам может и выступить, и задать вопрос, и также написать мне. Вопросов пока нет. Леч, я хотел бы тебе задать вопрос. Вот в прошлом стриме ты сказал, что где-то ты прочитал эту информацию, что была атака в Грозном, в Джагаре. Цунартик, ссылка Хумаюига, можешь дать ссылку или же как-то подтвердить эту информацию? Я не нашел ничего на эту тему. Леча Хюглионса. Микрофон, если что, я включаю. Не нашел, да, Муса? Машол, Муса. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Леча. Аслан, Суна и Сакарир Бадыдича, что Лахар, я искал, но я не нашел подтверждение этому. Видимо, фейк, я точно не могу сказать. Да, фейк это, кажется, был, потому что мы так и не обнаружили. Мегарду. Тани хаттарда вистхилуша умадуй Муса, про террористические вот эти угрозы, как все было, ты много тоже что видел, знаешь, если есть. В любом случае, не говоря о другом, в общем, Москва и Лагдуи тоже, в общем, было специально организовано, в общем, спецслужбы ЦАР, потому что элементарный пример, чтобы вооруженными, в общем, быть в Москве, это невозможно никак. Там были подготовлены, в общем, спецслужбы, они подготовили и оружие и так далее. Я Поэтому, в общем, там тоже уже, когда Политковская взяла интервью этого Сатсектарь Верх Басхадовой, фамилия, короче, интервью взяла. Да, я тоже забыл фамилию. Когда брал, тот, в общем, улыбаться, дышит. Тимир Булатов, вот эти еще. Да. Это вся операция была моя, и Политковский в сторону Юли, говорит, и радуется еще, в общем, когда наши будут уничтожить Беткедегдин.
Ну, его сразу же после этой операции, интервью, после этого мать болеет, Азел на машине домой ехал, автомобиль катастрофа Альвира. Тиркибаев, фамилия, помню. Да, Тиркибаев, Тимир Булатов, Байрас из Вашкивор, Тиркибаев, точно. Вспомнить слово фамилии. Ну, я видел даже, фотографии видел, но в Лондоне Масхадов Нюхи, я Тиркибаев, плюс еще этот Яцер Зудцер, премьер-министр. Тэтчер. Фотографии я видел даже. И что? И там, вот я знаю примерно, вот, некоторые уже, там женщины тоже были наши. И элементарные вещи там царь рассказывает, даже их сыновья, их не сыновья, царши из Европы, в общем, из тех, они у меня были уже и рассказывали, иначе они абсолютно не знали, куда идут даже, уж, я имею в виду, женщины. Мужчины, наверное, что-то знали уже. И что можно? Ну вот, явно наглый систем, российская система, просто в сердце все держишь, иначе весь мир террорист побольше, видите? На нас, в общем, и сегодня, по сегодняшний день, в общем, хотя мы стараемся что-то делать, пресс-конференции, но все равно догадывает царь, весь мир отделится один халак баштахи, и в любом случае тратишь, ешь майр, не разбирая уж детей больше, убивали уж, и то уж, молчат все уж, я имею в виду, и Европа молчит, и другие страны молчат. Единственное, в общем, Украина мало знают информацию. И от того, что Жахарс предсказание, очень ладуш молдер, видите? Так все свело. Баркал Мусадери Сур. Кто-нибудь хочет еще что-нибудь сказать, добавить? Тогда я задам тебе вопрос по поводу вот этих террористических актов. У меня возникало такое ощущение, что вот когда начиналась война, конечно, может было не до этого, что мы недостаточно освещали вот эти взрывы домов в 99 году. Как бы мы знали, что это не мы заявили, что это не мы. Ну, очень важно было, что еще больше это освещать. И другие террористические акты, которые они использовали наших бойцов, обманывали, там были случаи, когда кого-то пленили и там просили перенести что-то куда-то, и мы выпустим пленного, и в этот момент человек мог взорваться, когда нес что-то куда-то. Ну, вот такие вот вещи русские всячески использовали. Мы вели по этому поводу аят, наша сторона собирала вот факты, доказательства, прокуратура, следственные органы, там, спецслужбы. Была у нас такая работа, и есть или нет, можешь не говорить. У нас были, когда были эти взрывы, особенно вот Красный Крест, которые приехали к нам помогать нашим людям. Эти Красный Крест в Патагах, когда, помните, их там поубивали неизвестно кто, наша сторона, конечно, была против всего этого, и не могло быть с нашей стороны. Мы определили тогда, власть определила этих виновников, но эти все виновники, кто это совершили, были уже в Москве. И когда наши затребовали, значит, выдать нам этих людей, Москва спокойно, ничего не отвечая, молчала. Несколько раз были запросы,
чтобы их вернули для того, чтобы наказать или расследовать. Москва не отвечала, и всех, кого она направляла к нам, вот таким образом она прятала. Вот возьмите пример, вот Яндарбиев, наш президент, которого убили в Катаре, тоже вот. Видите, вот они взяли вот такой совершенно теракт, убили нашего президента, пусть уже бывшего, но убили его, ранили его сына, в общем-то. Катар им отдал этих людей, и они спокойно вернулись. Таким образом, если бы они вернулись сами, допустим, эти преступники, конечно, Москва их не отдала. Вот когда в этом в Лондоне или в других местах, или, скажем, где-то в других, вот, в Германии, или, ну, возьмите любой там город, да, или любую страну, Россия пытается спасти этих бандитов и террористов. Имена мы их знаем все, потому что они везде на слуху. И она пытается спасти, даже теперь они пытались, вот, которые убили Хангашвили, обменять на этого бандита пытались вот недавно. То есть это их почерк, это их вот такая вот политика, которую проводят. Это политика имперца, это политика давления, попытки захватить вот нашу территорию Чеченской Республики, или, скажем, Грузии, Украины. Это как раз есть последовательство вот этой политики, этой линии. Вот эта война сама, это есть тоже террористические акты, возведенные акт государственной политики. Вот Российская империя, нынешняя Российская Федерация России, занимается террором на территории своей страны и на территории других государств. И это все для того, чтобы сохранить свою власть, чтобы остаться навечно, скажем, чтобы, меняя через свои поколения или своего окружения, находиться во власти и диктаторский режим сохранять. В мире существует две системы власти. Хотя можно разделить на много, но главное, это значит система демократии, система диктатуры, диктаторские режимы. Вот диктаторские режимы сегодня еще сохранены, они есть, и они пытаются как можно вот усилить свои позиции и сказать, что вот эти все диктаторские, то есть демократические государства, что они являются античеловечными, они против свободы личности, против, значит, национальность народов, все эти основы, которые заложены в демократии. Однако мы должны сказать, что ничто не может быть в этом мире совершенно, потому что все развивается, оно стягивается годами, десятилетиями, сотни лет будет развиваться, оно должно меняться, потому что времена меняются, и ситуация тоже меняется, и говорит о том, что сегодняшняя демократия это единственное, тоже не приходится. Но это самое лучшее из того, что мы видим. Потому что нет политического преследования, есть социальная гарантия, есть, значит, свобода слова, есть возможность, значит, избирать себе президента или главу государства, или другую форму. Вот в чем. Против этого выступают именно вот эти вот страны, которые называются диктаторскими режимами. Вот что я бы сказал еще дополнительно. Спасибо. Баркалая, Дересуль. Да. Кто-нибудь хочет еще сказать, дополнить? Так, посмотрим, что у нас пишут. Ничего не пишут. Так, в YouTube тоже тишина. Все молчат, все слушают. Исчерпывающе, значит, Аят. Ну, если исчерпывающе, они, наверное, тоже все это понимают. И, может быть, если есть вопросы, пусть... Ну, и тема чуть-чуть опасненькая. Мы же диалог здесь ведем. Мы говорим о том, что сегодня, что вот такая угроза существует со стороны российской власти. И это, наверное, не случайно.
И наша задача предупредить людей заранее, если мы имеем такую информацию от таких посвященных, скажем, в эти дела спецслужбы и страны, они часто об этом говорят и в большинстве случаев бывают всегда правы. Нам в этом отношении мы должны понимать, что когда мы боролись одни, наш народ боролся один, боролся против этой Российской империи, и мы были когда одни, то это было что-то невероятно тяжелое, и не только, значит, с военной точки зрения, морально-нравственным, что как бы покинуты всем остальным миром мы были. Сегодня нас больше, скажем, те страны, которые мы называем, и те, которые сегодня сами чувствуют себя, как бы, значит, под угрозой. Мы должны объединить наши усилия и сказать Москве нет, твердо сказать нет, что это не может быть и дальше продолжаться нельзя. Но ситуация зависит от нас всех в мире, от тех государств, которые сегодня есть, скажем, демократических, и других государств, которые тоже могут в этот вопрос включиться, потому что они могут стать жертвой этих диктаторских государств. Вот такая ситуация. Да, Баркал, Хали-Гали, вы можете выступить, если хотите, но учитывайте, что вы, где вы находитесь, и понимаете, что вы делаете. Да, хорошо. Ассаламу алейкум. Валейкум салам. Я просто хотел, немножечко разделить взгляды, потому что вот, например, демократия, о которой вы, говорит Ахьят, которую понимает Аслан, которую я понимаю. Демократия – это как бы власть народа. Но дело в том, что демократическая партия Соединенных Штатов Америки – это не демократы, это коммунисты. И это очень четко. Хали-Гали, давайте оставим американцев, пожалуйста, и давайте по теме сегодняшней. Не трогая американцев. Я не трогаю. Я просто говорю, что ихняя демократическая партия это не демократы, это коммунисты. Ну, это ваше субъективное мнение, вы живете в России, и у всех там такое мнение. Давайте без американцев поговорим о российских террористах, о их террористических. Я бы хотел просто, чтобы ты поговорил с Гарри, и чтобы он вам объяснил, не я, а американец вам объяснил, кто такие демократы и кто такие республиканцы. Я вас прошу. Вы просто обратитесь. Я за вас. Просто Гарри, он же не может врать, правильно? Он же американец, он же правильно, действительно рассказывает правильные вещи. Вот я про что говорю. Если я вам говорю, что демократы, они, плохие, так, на меня не обращайте внимания. Есть люди американцы. Вот, например, Гарри Таппер. Для меня он авторитет. Спасибо. Спасибо за ваше мнение. Кто-нибудь хочет еще что-то сказать? Он просто цитирует слова Борового, говорит справедливый человек. Но это мнение Хали-Гали, он имеет на него право. Боровой предатель, он за Закаева. Но Боровой например, за Россию. Никогда Закаева не поддерживает. Слава Украине. Героям слава. Так, друзья, кто-нибудь еще? Так, Эд Мамедов задает вопрос, пока есть Я время. Борового сюда на стрим приглашал, он боится. Ясно. Эд Мамедов задает вопрос. Салам всем свободным людям. Как вы думаете, что нужно делать, чтобы избежать очередного геноцида, планируемой фашистской Российской Федерации КГБ? Что нужно сделать, чтобы избежать? Аят, наверное, тебе этот вопрос. Ну хорошо. По-моему, вопрос не полный. Геноцида кого? Чего? Вот вопрос. Что он имеет в виду? Если он имеет в виду геноцида граждан России, какого-то народа или народов России, так?
то это сегодня идет, и они просто вот заставляют людей идти в Украину воевать, и там ситуация очень тяжелая, мы знаем, какая ситуация в самой России. И то, что они делают, это и есть настоящий геноцид. Но геноцид, он подразделяется на разные, о нем можно говорить, даже если канализации нету, понимаете, а канализации в многих городах, жилых поселках России нету. Это как бы, значит, ущемляется их права. А что говорить, если об убийстве этого народа или лишении их жизни, это тоже одна из форм геноцида, которая открыта такая самая ярая, то это тоже идет. Они вот хватают людей и пытаются их завести в Украину, чтобы они там воевали против украинцев, чтобы эту страну покорить. Это тоже геноцид. С другой стороны, что они могут делать, что мы можем делать? С точки зрения современного права мы не можем быть похожи на саму Россию и вторгаться на территорию другого государства. Мы должны освободить свою территорию, и в то же время мир остальной должен объединиться и решать эти вопросы вместе. Ну, западные страны это делают, они помогают, хоть и Али Галя говорит о том, что это, мол, коммунисты. Ну, значит, все признаки коммунизма, может быть, какие-то у них и есть, но, по крайней мере, мы видим, что они помогают Украине оружием, там и всем остальным, хотя самих солдат своих и не посылают. Раньше были коммунисты, они перекрасились в демократов. Вы помните, в 90-х годах в СССР, да? Теперь демократы Америки перекрасились в коммунистов, что ли? Здесь, конечно, это вопрос такой очень тонкий, говорить об этом сейчас не стоит, хотя можно было бы говорить, что делать, Вот, чтобы не было вот этого. вопрос был, что делать именно про чеченский народ. Он дописал, не поместилось у него все. Написал, да? Дописал именно, что делать, чтобы избежать. Про чеченский народ, Избежать, что делать. Нам нужно, если говорить конкретно про чеченский народ, нам нужно бороться за освобождение нашей территории, нашего суверенного государства. И для этого нам нужно бороться здесь в первую очередь на Западе, чтобы нашу страну признали суверенным государством, которое по праву было создано. И не признавать ее, эти государства, имея вот эти вот свои обязательства перед любым человеком, перед любым народом, в принципе, не могут. Они должны признавать. Вот Украина нас признала, что наша территория оккупирована незаконно и осудила геноцид. И другие страны, мы должны над этим работать, а не работать над тем, чтобы здесь, которые на Западе находятся, я имею в виду, там люди, которые находятся, они находятся под большим колпаком, как мы знаем. Это по всей России, это так. Просто они выделяют там специально Чеченскую республику, которую они... А по всей России такая же ситуация, еще хуже может быть. Они всех людей гонят, вы знаете, Дальнего Востока, там Тува, Якутия, Бурятия, ну сами знаете, Башкирия, всех национальные республики людей они пытаются гнать. А сейчас здесь кто-то сказал, да, действительно, сейчас накануне вот этих так называемых выборов, где Путин снова идет незаконно, с моей точки зрения, и с точки зрения, конечно, этой незаконной конституции, которую они как хотят латают, добавляют, убавляют, которая незаконно принята, они хотят, значит, чтобы он снова на 6 лет стал президентом и дать ему в руки, как говорится, возможность, они, возможно, даже, значит, мобилизацию могут открыть, мобилизацию, объявить мобилизацию молодых и старших людей по всей России, сказав, что на них нападает, скажем, Запад. Уже не Украина, а Запад. Мол, они там защищают интересы Украины, защищают якобы в самой Украине от западного вторжения. Вот такое у них там мышление. И здесь находятся разного рода люди, так или иначе помогающие этой идее.
которые должны говорить по Чеченской республике Ичкерия, что ее нужно освободить, ее нужно признать. После того, как ее признают, пока мы здесь находимся на Западе, и в то же время наши воины, которые есть в Украине, они набираются опыта. Это батальоны, которых мы знаем. И это для нас будет полезно. Но в то же время мы должны понимать, что обязательно нам необходимо признание нашей республики на Западе. И для этого мы должны объединиться здесь на Западе. И здесь много людей, много разных течений, которые фактически своими действиями работают против той линии, которая была обозначена нашим народом в 90 году на своем референдуме, где было сказано, что мы создаем свое суверенное государство, и после этого мы приняли все свои решения. Сегодня действующие некоторые деятели, о которых здесь мы знаем, они все заявляют и действуют на принципе незаконной конституции, которая в 1993 году была принята Ельциным путем опроса населения. Вот такая вот задача должна быть. И наши люди должны понимать, что мы понимать одно, что единственной легитимной властью, а чеченский народ остался только президиум правительства Чеченской Республики. Это власть в усеченной форме, потому что мы находимся сейчас в зарубежье. Наши люди работают и есть по всему миру, так? Но мы должны понимать, не заблуждаться, что мы должны обязательно держаться той основы того международного права, которое есть сегодня в мире, и нашей Конституции. Вот к этому я призываю, и призывает наш президиум, чтобы мы так действовали. Вот тогда будем мы на правильном пути, и тогда мы будем ближе к той цели, которую мы сейчас себе обозначили. Продолжим. Баркал Аят. Аят, вот дополнительный вопрос Эд задает. Как вы думаете, если будет союз Ичкерии с Америкой и военная база на территории Ичкерии, это поможет безопасности и развитию свободно чеченскому народу и государству? Дополню вопрос. Такой союз Америки и это. Для нас сейчас не то, что союз нужен. Как мы союз, если нас они не признали? Они должны, с моей точки зрения, если они приверженцы международного права, которое принято после Второй мировой войны, то они должны признать, что наше государство создано по праву, и признать законность образования, и признать действующую власть сегодня, пусть в усеченной форме, но признать ее. Вот тогда уже может быть следующий вопрос. Как нам быть? Мы на Кавказе тогда еще в бытность на первого президента нашей республики и Грузии договаривались с другими республиками создать конфедерацию. Это назывался Кавказский дом. Там тогда Жахар Дудай выступал и говорил, мы не азиаты и не европейцы, мы кавказцы. И мы должны были создать, собирались это делать. Но, как вы понимаете, война, все остальное, оно нам помешало. Если мы создадим такую конфедерацию, то мы можем, конечно, в этой конфедерации сотрудничать с разными европейскими, американскими, может быть, и другими странами, там, где выгодно для нас. Но главное, чтобы мы придерживались той линии, которая есть в международном праве, строго ее придерживаться. Потому что некоторые наши люди говорят, вот кто нам там это международное право, зачем оно нужно, потому что они его тоже не соблюдают сами. Ну хорошо, оно так, может быть, и есть, но в то же время мы должны понимать, что у нас это очень важный ресурс для нас. Это тысячелетним, сотнелетним существующее государство, и мы, которые восстанавливаем свое государство, это разные ситуации. Поэтому сравнять себя с теми государствами, которые есть, допустим, Америка 300-400 лет и другие все европейские государства, не стоит, или другими государствами.
Мы должны понимать нашу ситуацию, идти по этой линии и понимать, что соблюдение современного права и, значит, законодательство свое, которое есть, это важнейший там ресурс, который у нас есть для того, чтобы создать назад наше, то есть восстановить наше государство и освободить его. Это направление верное. Потому что так действовали все другие вот страны, вот даже Балтийские, Польша, Финляндия, называть любые, которые были под оккупацией и которые долгие годы, десятки лет, а и то и больше, находились, и потом они пошли к свободе, пришли. А если бы они говорили, вот там вот была такая-то вот конституция, было такое-то, это нам не нужно, мы сделаем его какой-то другой, тогда бы они сегодня не получили никакого признания. Они держались на тех принципах, которые были у них раньше, то есть правопреемственность сохранялась. Вот у нас была вот такая вот власть в 91 году, потом в 97 году мы продолжали. И наша Конституция, это правопреемственность, и на основе этой Конституции и законов мы должны, после того, как освободится наша территория, там провести выборы и продолжать там существовать и искать пути дальнейших, спрашивать своего народа. Вот что от нас требует международное право и остальные государства мира, которые должны и могут нас поддерживать. Но если мы сойдем туда, влево или вправо, и назад будем туда-сюда крутить, то нам никто не поверит, кому мы тогда будем нужны. Понимаете? Вот в этом самый главный вопрос. Мы говорили, вот есть диктаторские режимы, когда еще в 99 году, 6-7 году, что, мол, исламские государства нам поможет. А где эти исламские государства? Ни одна страна, которая называется исламским государством, они-то не исламские, просто они исламские, потому что там ислам исповедует. Но ни один из этих стран, почти все диктаторы, и все они работали, большинство на Кремль и на другие там, значит, страны, их руководители. И они придерживались той памяти, которую им говорили даже в Москве или в других там, или на Западе. Поэтому мы должны быть четко обозначены, какую линию мы должны вести и что делать. Вот это нам нужно делать. Вот я так думаю, что нам надо делать, и это соответствует тем правилам, тем законам, и Конституции нашей, и нашей декларации нашего народа 25 ноября 90 года принятая. Это референдум традиционный нашего народа. Все. Вот этой линии мы должны держаться. Должны держаться мы, наши следующие, после нас молодые люди, потомки. Эту линию мы должны вести. Всех, кто против этого и под каким углом говорит, да нет, это так, нет, у нас нет власти, кто это говорит, знаете, это люди не нашего направления, это люди не той линии, которую принял наш народ в 90-м году. И это люди, которые, зная или не зная, таким образом способствуют Кремлю в этой нашей борьбе против этой империи. Спасибо. Баркал Аят, спасибо. Дальше Эдмамедов продолжает свою серию вопросов и дополнений. И он сообщает, для этого союза Ичкерии и США, что нужно делать и какие направления, и в каком направлении нужно двигаться, может выступить ООН или в парламенте Украины и в США, и в Эстонии, Латвии, Литве, спрашивает это. Я не знал, какой он вопрос задаст, да? Но на этот вопрос в своем ответе я ответил, что нам вначале нужно освободить, чтобы признали наше государство, да? И там наш план, который был по созданию, значит, Кавказского дома, вот по этой линии нам дальше двигаться надо. Это один из самых правильных ходов. Другого хода нет. Конфедерацию создать, Кавказский дом. Я так. Баркал Аят, спасибо.
Если еще вопросы, еще раз напоминаю, в YouTube, тот, кто нас смотрит, у нас идет платформа открытого диалога, 19-й стрим президиума, единственной легитимной, настоящей чеченской власти, президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Вы можете задать свои вопросы. Сегодняшняя тема называется «Террористическая кампания Российской Федерации». Вы можете задать вопросы. Аяду Идигову, это сопредседатель президиума правительства, экс-председатель парламента Чеченской Республики Ичкерия. И я его зачитаю, ваши комментарии. Вот сейчас, в данный момент, Эдмамедов продолжает свои вопросы. Признание Ичкерии, как вы думаете, признание Ичкерии не за горами, это утверждение. Как вы думаете, парламент Ичкерии будет принимать закон о иллюстрации и полиграф? Весь Варшавский договор прошел эту процедуру, и они, как мы видим, в Евросоюзе и в НАТО. Так, вам вопрос. Чтобы сказать закон о иллюстрации, чеченский парламент принял еще в 96-м, так, еще до того, как власть снова не пришла, первый парламент принял закон о иллюстрации. Этот закон есть. Но то, что его реализовать не удалось, это да. Потому что там были очень такие движения в то время, значит, и не позволили эту ситуацию, значит, по этому направлению действовать. То, что сам закон принят и есть, здесь нет никакого сомнения. Этот закон, он существует, его никто не отменял. Он есть, я даже опубликовал его у нас на сайте, по-моему, на нашем правительственном сайте и в Фейсбуке «Круглый стол Чеченской Республики Ичкерия, Кремль». Вот там я публиковал. Я могу, конечно, еще раз опубликовать его. Так что такая ситуация, да. Это обязательно нужно, конечно, нужно. Мы должны придерживаться этой линии и знать, что мы должны идти в направлении там свободы, которая необходима и которая была всегда для нашего народа, для наших людей. Почему у нас не было ни князей, ни рабов в чеченском обществе? Потому что у нас была свобода личности. Вот что было у чеченского народа. Это как-то единственный, может быть, народ, единственный, по крайней мере, насколько мне известно, который в своем обществе было, которые собирались, делали вот такие вот съезды, меркел, и которые, вот эти люди выбирались, которые шли туда, вот представители, которые шли туда, выборщики, они выбирались, допустим, каким-то обществом. И они выбирались в парламент, так скажем, это Меркель, совет страны. И он действовал, и по его направлению каждый там какое-то определенное время это переизбиралось, там сколько было, это я не помню, 5 или 6 лет они менялись. Вот так жили наши предки. И для нас это очень понятное такое, значит, состояние и нашего общества. Поэтому мы и так и боремся против этого вместе все. Баркал, спасибо. Есть ли еще вопросы? Так, Асан, пару слов скажу. Да, Муса, пожалуйста. А вот насчет вопрос там американцы и так далее, вот был вопрос. Вот у нас, ну, в народе говорили, что вообще при Советском Союзе, когда в 17 году этот Советский Союз строили, выгнали этих англичан. Англичане по договору вообще работали, нефтяные вышки ставили и так далее. И все делалось англичанами. Но был договор, говорит. Ну, сейчас в данное время в народе говорили, что договор еще до конца 7 лет осталось. Ну, Советский Союз, в общем, их выгнали и все, в общем. А договор в любом случае был, поэтому и вот можно англичан пригласить в любом случае. Потом дальше, когда у нас уже государство образовалось,
приезжали немцы. Они по Ленину делали асфальт, клали. И были установки, в общем, две установки были германские. И обучали молодых наших, в общем, чтобы в дальнейшем могли в общем, обрабатывать асфальт дороги. Вот так что потом было еще в советское время у нас самый высокий октан нефть была. И на заводе, Шариповом заводе, там вот немцы приехали уж и организовали этот марка 9,3. Марку бензин, в общем, чтобы был. Раньше у нас бензин был 72-й, а как только немцы приехали, в общем, и установили, целая башня была там выставлена. И мы уже пользовались бензином 93-й бензином. Вот, а так что у нас были, иностранцы были, так что если что, можно приглашать, можно с удовольствием приедут ваши фирмы, контракт заключать, и все, это все возможно. Так все у меня. Баркал Муса. Да? Я информацию дал. Ага. Я немножко прослушал, наверное, этот момент. Вопросом, да? Вас Я тут отвлекся, читал. просто молодежь звали, Мгм. что немцы были, англичане были, и все. Муса, Я бы сказал еще два слова, если да, можно, да? пожалуйста, да. Дело в том, что сейчас все, что вот сейчас крутится, у нас главная такая надежда на Украину, потому что в Украине идет вот эта война, которую организовал Кремль. И нам нужно делать все, прежде того, что мы вот сейчас, я говорил, и все, нам нужна обязательно победа Украины. Это как воздух. Нам нужна победа, чтобы украинский народ победил. Что мы можем делать для этого? Надо над этим думать, конечно, и стараться из политически, информационно, со всех сторон поддерживать украинский народ, Украину. Она должна победить. Если она не победит, то это может быть очень долгий, затяжной такой вариант. Так? И чтобы этого не было, мы должны со своей стороны внимательно следить за тем, что происходит, стараться, чтобы в Украине там любые петиции, которые предлагают, другие выступления, значит, все, против Украины не должно быть ничего, если даже они совершают сегодня ошибки в чем-то. Главное, чтобы они были против этой Российской империи и пытались ее изгнать. Там могут быть ошибки. В таких случаях бывает ошибка у власти, у разных отдельных персон. Если это не будут преступления, то надо, значит, их поддерживать. Поддерживать, чтобы дальше Украина как бы закреплялась и выдворяла эту империю со своей территории, а это залог того, что мы можем освободить и свою территорию, и грузины могут освободить свою территорию, и Молдова, и Белоруссия, и опасность нападения, опасность захвата других бывших когда-то республик из бывшего Советского Союза тоже как бы отпадает. И тогда может стать вопрос, о возврате того незаконного действия, которое было совершено 31 марта 1992 года, когда они незаконно создали эту Российскую Федерацию России. Тогда должно было быть создать
конфедерацию республик, может быть, конфедерацию. То есть каждая страна, каждая республика могла подписать, и когда хочешь выходить, и действовать единым образом. Может быть, они выше, то есть у них есть это право, которое у них незаконно отняли. Я имею в виду все республики, которые сегодня в составе самой Российской Федерации, вот эти все национальные республики, они незаконно захвачены 31 марта 90 года, не спросив у этих народов, эти коммунисты, которые сидели во власти еще из Советского Союза, не имея на то права, подписали за место решения, которое не принимал этот народ, что они являются частью вот этой Российской Федерации новой. Вот что я имею в виду. Тогда и в этом направлении тоже будет легче. Это вопрос, то есть тогда уже можно будет действовать дальше. В то же время я не говорю, что если она, это Россия, которая есть сегодня, пусть они сами преобразуются, мы должны содействовать им. Но мы организованно напасть на Россию мы не можем. Это Украина воюет с ними, вот они должны, это вопрос, и мы должны Украине помогать. Вот что я хочу сказать. Баркал, Аят. Аят, еще один вопрос. Я думаю, этот союз неизбежен. От этого момента вопрос. Я думаю, этот союз неизбежен. Он нужен как Ичкерии, также и США. Ичкерии для безопасности и развития США необходим спокойствие в регионе Кавказа. Но это не вопрос, это комментарий. Дополним. Так, сейчас Халид просит, поднимает руку, сейчас дадим ему слово, просит слово. Халид, включай свой микрофон и можешь говорить Машволь. Приветствую всех. Валейкум салам, Машволь. Я хотел вопрос задать Ахьяду насчет в последнее время вот это участилось разговоры такие, что Россия планирует напасть даже на Польшу. И это уже реально говорят об этом многие генералы польские, уже некоторые даже сроки дают, уже в течение 2-3 месяцев возможно атака, короче. И выборы сейчас будут в России, эти путинские выборы. И потом уже, видимо, где-то апрель-май, вот так, такие сроки. И многие вот выступают, интервью там дают, они бывшие генералы, важные такие, непростые какие-то, такие конкретные эксперты, которые... И они один, например, говорил, что Польша, чтобы, например, приготовиться к атаке, до 35-го года им нужно собрать силы, вооружить армию полностью. Вот. Хотя и так много они выделяют на военный бюджет. Больше всех в Европе. Даже вот в НАТО больше всех они дают. Почти 4% бюджета они выделяют на оборону Польши. И вот интересно вот мнение, как ты оцениваешь, это возможно так? Хотя мы знаем Россию хорошо, что все возможно. И тем более сейчас после этого выступления Путина там сказал, что вот многие говорят в Европе, что мы хотим напасть. Там, это же абсурд, это же глупость, мы не нападем. Те же разговоры были перед Украиной, когда он говорит нет, значит это да, я так понимаю. А Фельштинский, я слушал тоже, Юрий Фельштинский очень интересные вещи говорил. Он срок дает, что надо подождать выборы в Америке. Вот там конкретно все будет известно. То есть до осени, до ноября. Вот тогда картина будет известна. И что он сказал, интересно. На Польшу, да, в общем, да, он допускает такое, что, сразу, конечно, сперва страны Балтики, Литва, Эстония, Латвия. И потом сразу, а тут Калининград же стоит, они в течение 2-3 минут у них ракеты долетают до Варшавы без проблем.
И в этой связи, как бы, ну, Фельдшинский говорит на осень. И он говорит, почему все забыли про Беларусь. Сразу, говорит, Беларусь они как бы проглотят, а потом уже на Польшу как бы и на Балтику. Вот так. И вот как ты думаешь, это Ахиат, вот, вообще это... Ну, вот я начну с последнего. Тут дело во времени, вот сроки уже конкретно ставят вот, знающие люди. Да-да. Вот последний вопрос Беларусь. Беларусь фактически сегодня под командой Путина, мы же знаем, они фактически захватили его. Это Лукашенко выполняет под козырек. И все, он вместе с Путиным, мы же видим. Так что этот вопрос даже не надо поднимать. Эту Беларусь, Беларусь сама должна освободиться и стараться к этому идти, это понятно. А то, что ты говоришь, что вот они собирают, вот они нападут, все. Они еще с 95-го, 7-го, 6-го года говорили об этом. Они открыто выступали на своих этих телевизионных шоу, их политики там заявляли, что нужно создать Евросоюз от, скажем, от Лиссабона до Дальнего Востока, что это все должно быть единым, нужно захватить всю Европу, а не тогда это открыто. Знаешь? А что сейчас реально, что это будет зависеть от того, какие у них силы сейчас. Смогут ли они собраться с силой в военном плане? Готовы ли они? Они, конечно, на самоубийство не пойдут. Вот я так думаю. На самоубийство Путин не пойдет. А если он почувствует слабость с этой стороны, вот это кто проявляется, тогда они почувствуют, и они это щупают, готовы, щупают. Знаешь, путем тыка как бы. Они пойдут и туда, которые ты назвал страны, они готовы к этому. Они открыто это говорили. Вот я говорил, как-то я ездил в Москву с делегацией нашей парламентской, встречался, и у нас в 8-м году, кажется, в 9-м, так вот. И они там прямо говорили, вот это Зюганов, Жириновский и другие фракции, глава Думы говорили, что мы готовы, нам нужно восстановить назад всю территорию России, а потом они говорили историческую Россию. Когда они говорят историческая Россия, это вот эти вот страны, вот, Балтийские, Финляндия, ну, Польша и другой, они все это имеют в виду, вот это они полагают, и если им это удастся, они вот пошли уже. Их надо остановить. Если бы их остановили в Чечне, так я говорю, Чечне, нашей республики, то они потом бы не поднимали, и там же поняли, чем они занимаются. Потом в Грузии, если бы их действительно остановили, бы не отдали им территорию. Потом в Украине. Сейчас уже этот бордер такой, Запад уже чувствует. Вот недавно этот Макрон здесь выступал, я сам не слышал, но читал, смотрел, что вот он заявил, что мы не можем ограничивать Украину тем, что мы говорим, что нашим оружием они могут ударить по противнику, который, то есть на территории противника. То есть они здесь почувствовали тоже вот это вот все. Почувствовали они. Я считаю, например, лично, что вот высылать кого-то там, вот эти, Макрон сказал, там кого-то вышлет от войска, там что-то там. Это категорически это опасно, потому что если что-то, у них повод появится, и они ударят потом. Если война, уже речь не идет о ядерной войне, это понятно, что эти могут не применить, и эти тоже не применят. Они все понимают, что ядерная война – конец мира, короче. Потом война, как генералы говорят, скорее всего, война будет не ядерная, но другим оружием, химическим или другим каким-то. Как бы это, ну, Макрон, то, что сказал, я не знаю, он неответственно сказал, для рекламы сказал, для чего, как отправлять куда-то. Ну, здесь в Европе миллионы мужчин из Украины, которые, ребята молодые, которые могли бы тоже вернуться, и там, а когда их спрашиваю, а многие говорят, мол,
как бы, что там нет такой нужды, там слишком много людей там особо не принимают, как бы оружие нужно в основном. Оружие дают, но потом оказывается, что некоторые там, это я ничего не говорю, у них есть свои ошибки, это понятно, как я раньше говорил. И понимаете одно, они-то планировали постоянно, у них вот мечта такая, вот, захватить пол Европы, у Путина как вот, минимум у него восстановить Советский Союз, а максимум это восстановить бывший Варшавский договор страны, вот это, ну, Восточная Европа, они видят, они спят и видят это свое, как бы. Еще в царские времена, когда у них это было под своим контролем, они до этого, они ждут, мечтают об этом. Да, к счастью, у них ничего не получится, Халид, да, Мула. Сейчас, Ну вот я ответил на все вопросы и дополнения да, меня. Да. просто, вот недавно Швецию уже в НАТО приняли. Да, это И- все известно, да. И вообще бы тоже вот получается, что Балтийское море, вот это все кольцо, получается, замыкается в НАТО, короче. И сейчас в России как бы их вообще могут даже по идее не пропускать корабли даже. Их не будут пропускать. Россия будет полностью изолирована во всех смыслах. И, Халид, Да. сам это вот Бехмобила. Ты сказал, что вот будет ядерная война, и там весь мир погибнет. Я не думаю, это, мне кажется, российские нарративы. Погибнет Россия, Путин и ФСБ погибнет. Это понятно, что эти пустят, эти пустят. Потом, ну, это же Те понятно, будут что нейтрализованы. Большая часть будет нейтрализована. Вероятно, может кто-то, какая-то ракета долетит, кто-то, какой-то город, ущерб может быть. 1-2 город успеет Путин разрушить. Ну, это теоретически. Халид, ДРС Хуйлон, если есть еще вопросы по теме нашей Аяду, еще кому-нибудь, рады будем выслушать. Аслан, Польшу я хорошо знаю. Я знаю, Там, Муса. Сега, американские, они 2005 года уже только вооружались. Мгм. От того, что когда самолет вот сбили, вот Лях Качинского, когда и целый этот офицерский состав был там, Мгм. и были даже религиозные люди были с ним. Когда уничтожили, после этого они начали день и ночь, в общем, они работали, в общем, деньги не жалели, американские эти снаряды у них, потом побратимы у них, Лондон побратимы с Варшавой. Так что армия у них уже сильная стала. Мгм. И сейчас у них учебка, в общем, там Прибалтики там учебка у них. Там поляки, там как его, 3 этих республик, плюс еще Финляндия. У них учебки сейчас там проходят. Мгм. Насчет Польши, Муса, извините, я также скажу. Но самое главное сейчас это то, что мы должны, мир должен остановить вот эту экспансию России, российской власти нынешней. Мы не против, допустим, скажем, самой России, но против этой преступной власти должно быть что-то сделано в мире. Представьте себе, они сидят в ООН, в Совете Безопасности ООН. Они любое решение, которое принимается в мире, сидят. Почему их не убирают, ставится вопрос. Они вот сидят, скажем, в других международных организациях, ОБСЕ, в других, они до сих пор влияют на все. То есть, потому что как-то вот это все изменить и идти по пути признания тех республик и укрепления, это надо основному миру делать. Это главное. То, что там они сделали, вот они все там отдавали, может быть, это уже устарело, может быть, вот что я думаю, Муса. Баркал, Аят, Баркал, Муса, всем спикерам, всем, кто задавал вопросы. Есть ли еще вопросы по теме, вообще свои какие-то высказывания? Друзья, пишите в YouTube, пишите или отвечайте тут прямо
Так, а еще один вопрос от этого Мамеду. Исход фашистской Российской Федерации в крайнем случае японский сценарий. Списать и прощать им больше не будут. Ну, это комментарий от Эда. И мы будем надеяться, что он близок к тому, что реально так думают и что реально так будет. Будем надеяться на это. Да, Мула. Да, Ну что, заканчиваем тогда, если нет больше? Да, мы уже час 22 минуты в эфире, Аят. Да. Если нет больше вопросов, можно закончить. И еще, Аят, напоследок я попросил бы тебя пожелать, что бы ты пожелал чеченцам, которые сейчас находятся во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия и фашистской России, над которыми сейчас висит дамоклов меч могилизации. И на это можно заканчивать, я думаю. Баркал. Чтобы я пожелал, но пожелал бы им быть очень внимательны ко всему, что происходит, и быть наготове тем переменам, которые могут произойти. Чтобы они знали, что каждый из нас является объектом, который должен быть уничтожен со стороны этой российской власти, которая есть. Они пытались нас 6 раз ссылали, 6 раз нас ссылали. И убивали наших людей. Каждые 40-50 лет проходя, делать такие так называемые зачистки. То есть тех, кто у нас вырос, становился на ноги, они начинали их убивать, захватывать, отправлять, уничтожать и в то же время агентуру набирать себе. Поэтому мы здесь на Западе, которые едем и находимся, стараемся как-то вот с точки зрения этой позиции сохранить нашу правовую базу и желаем, чтобы вы там понимали, что ситуация наша непростая. Надо сохранить себя, надо, чтобы нас было больше, надо, чтобы наши люди, где бы они ни были в мире, боролись за то и думали о том, что мы должны иметь свое государство. Пусть в конфедерации с другим государством, пусть, значит, в содружестве с другим государством. Но если у нас своего государства не будет, как бы оно будет под пятой у Кремля или другого какого-нибудь шефа, то мы потеряем, в конце концов, все свои традиции, как это сейчас проходит, потеряем свои, значит, языки и все остальное. Вот за эти годы, сколько мы были под российской, скажем, властью, я имею в виду российская, царская Россия, потом СССР и другое, как они сильно изменили наших людей. Но менталитет наш есть, наши адаты есть, и мы должны действовать в том направлении, как вот мы избрали в 90-м году наш путь. Так что я понимаю, что очень тяжело нашим людям, тяжело там всем, поэтому там правит балом Кремль, это понятно. Поэтому здесь мы должны быть и там, и здесь. Они пытаются везде и всюду, не только на нас, они на весь мир хотят запустить свои щупальца. Вот что я сказал бы там. А российским, скажем, гражданам, если россиянам, они должны прозреть и понять, что их жизнь так не будет, как была она всегда. Нельзя все время в рабстве жить. Рабство – это унизительно, и привыкнуть к нему нельзя. Если привык, то это уже все, это конец всему. Посмотрите, только в больших городах вот такая ситуация, как бы есть там то-то, то-то, а по всей России сколько деревень, все это тоже ужасная ситуация. И только свободные люди могут эту территорию, которая есть у них, ее сохранять и защищать. Как защищали ее мы, чеченцы. Мы 5 агрессий выдержали, и когда у нас не хватило своих ресурсов, мы вынуждены выйти в подполье. И сегодня боремся за освобождение нашей территории и восстановление нашего государства. Вот что я могу сказать.
Баркала Аядере, спасибо всем, Муса, Халид, все, кто выступал, все, кто задавал вопросы. Спасибо вам большое. Я думаю, Аят, во вторник тогда на русском языке мы проведем снова. Уже раз сегодня мы на чеченском должны были провели на русском. Следующий стрим у нас будет на русском языке во вторник в это же время, в 20:00 по европейскому времени, центральноевропейскому. Всего самого хорошего. Спасибо, что поддерживаете, смотрите. Адикюэль Машуэль. Масанде Рейсхуэль. Адикю. Так, друзья, наш стрим закончился. Платформа открытого диалога Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Ждем у вас завтра на чеченском языке будет стрим на этом канале, в YouTube-канале. Мой стрим будет и в понедельник, и во вторник у нас будет президиум, очередной стрим Президиума правительства на платформе открытого диалога. Всего самого хорошего, все будет Ичкерия, слава Украине и, Господи, благослови Америку. До свидания, друзья.